И снова здравствуйте. Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей, в студии Алиса Шамба. Соглашение об информационно-координационном центре МВД Абхазии и России обсудил с журналистами на брифинге депутат парламента Республики Абхазия Рауль Лолуа. По его мнению, соглашение требует поправок. Подробности у Ренаты Шакая. Депутат Народного собрания Рауль Лолуа на состоявшемся брифинге рассказал журналистам о ранее подписанном соглашении между Абхазией и Россией о едином информационно-координационном центре МВД. Определены работники и члены обслуживающего персонала. Непонятно, как центр с такими серьезными задачами и функциями, такие как ведение оперативного учета, специализированного банка данных, сбор и анализ обобщения информации, содействует в раскрытии выдачи и скрывшихся лиц от преследования от уголовного. Рауль Лолуа отметил, что согласно статье 4 подписанного соглашения, Центр имеет право приобретать имущество и распоряжаться им. По его мнению, встает вопрос, будет ли нашим правительством проданы Центру здания и объекты. Депутат также отметил, что сотрудники ИКЦ с российской стороны будут обладать теми же привилегиями, что и иностранные дипломаты. Если они приравнены к дипломатам, кто тогда будет аккредитовывать директора Центра и его заместителей, соответственно, если они являются российской стороной? Получается кто? Или президент, или министр иностранных дел. В этом соглашении это тоже не прописано. При этом, чтобы мы понимали, на абхазскую сторону иммунитет не распространяется, на представителей абхазской стороны не распространяется, даже если он будет находиться на территории Российской Федерации для исполнения командировочных или своих служебных обязанностей. Депутат также коснулся 10-й статьи соглашения, в котором говорится о материально-финансовом обеспечении деятельности ИКЦ. Согласно этой статье, финансирование должно обеспечиваться совместно, но отметил, что точно не указано, какую часть из каких средств будет финансировать Абхазия. В статье 12 говорится, что если в течение 6 месяцев после прекращения деятельности Центра абхазская сторона не компенсирует все произведенные затраты, то имущество переходит к российской стороне. Депутат обратил внимание на то, что изменения, вносимые в подписанное соглашение, должны проходить ратификацию в парламенте. Тем более это позволяет сделать статья 28 закона Абхазии о международном договоре, добавил Рауль Лолуа. Численность установлена, но не установлено количество направляемых сотрудников с каждой из сторон. То есть мы на пресс-конференции видим, что по 10 человек должно быть с каждой из сторон, но в соглашении этого нету. То есть почему тогда не прописали точно, что 10 человек с абхазской стороны, 10 человек с российской стороны. Есть там прописано, что руководитель и заместитель меняются по очередности, но нету, еще раз повторюсь, какого количества с каждой из сторон. В 4 пункте положения дается право Центру своей деятельности руководствоваться международными обязательствами Российской Федерации и Республики Абхазия. Но законодательство наших стран разное. Непонятно, в каких конкретно случаях оно будет применяться и как будут применяться эти нормы. Россия и Абхазия руководствуются разными договорами. И 16-17 пункт. Директор Центра и его зам соблюдают интересы Российской Федерации и Республики Абхазия и подотчетны министрам Российской Федерации и Республики Абхазия. Что будет, если возникнут противоречия в наших законодательствах? Кто эти стороны будет брать за основу? Какое законодательство будет браться за основу? Тоже непонятно. Рауль Лолуа отметил, что озвучены все основные позиции, которыми руководствовался он и группа депутатов, которые обратились с просьбой отложить подписание. Документ должен быть ратифицирован в парламенте, но желательно, конечно, чтобы такие документы они готовились нормально заранее, согласовывались с парламентом, и чтобы не возникало потом уже вопросов при ратификации. Потому что все-таки мы должны быть в отношении нашего стратегического партнера целые. То есть не должно быть никаких расхождений. И все споры должны решаться здесь, у нас, в наших стенах, и в парламенте, и в исполнительной власти. Когда состоится ратификация подписанного договора, в парламенте пока неизвестно. Но депутат Рауль Лолуа отметил, что все законодатели заинтересованы в положительном и плодотворном раскладе данного договора. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
Народное собрание парламент Республики Абхазия считает, что соглашение между Абхазией и Россией о порядке формирования и деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел в целом отвечает национальным интересам народов обеих стран и должно устанавливать качественно новый уровень в сфере координации деятельности Республики Абхазии и Российской Федерации по противодействию организационной преступности и иным опасным видам преступлений. Об этом парламент распространил заявление. Лера Адлиба выступит в финале проекта «Ты супер» в Кремле. Перед финалом абхазская вокалистка рассказала о своих надеждах и переживаниях. Подробности у Сарисмар. С того момента, как я попала на этот проект, моя жизнь очень изменилась. Когда я попала на этот проект, когда я увидела, что тут все так классно, мне очень захотелось в дальнейшем стать певицей. Валерия Адлиба передает большой привет всем, кто за нее болеет и поддерживает. Во время телемоста Москва-Сухум-Минск певица призналась, поддержка, которую она получает от своих друзей и близких, придает ей больше уверенности и сил. К финальному концерту проекта «Ты супер», который пройдет 26 мая в Кремлевском дворце, Валерия готовится буквально днем и ночью. По ее словам, это большая ответственность представлять свою страну на таком масштабном проекте. Участники телемоста пожелали Лере победы. Лерочка, девочка моя сладенькая, умничка моя, я всегда знала, уверена была в тебе, ты мое солнышко. Мы уверены в тебе, все за тебя болеют, моя родная, все уверены в том, что ты победишь, мы тебя любим. Во время телемоста члены жюри проекта отмечали, что получили незабываемые эмоции. Он научил каждого из нас любить, сопереживать, болеть, а порой даже заставлял дать волю чувствам, говорили они. Я точно знаю, что я очень много эгоистично, очень много взяла для себя из этого проекта. И буду учиться очень многому у наших детей. Спасибо вам огромное. Спасибо, люблю вас безумно. И спасибо, Тимур, за то, что, не побоюсь этого слова, за то, что уговорил меня поучаствовать в этом проекте. Организаторы проекта пока не раскрывают всех секретов. Известно лишь то, что в финале прозвучат дуэты юных участников шоу со звездами эстрады. Наша Валерия в финале споет дуэтом с известным музыкантом и композитором Игорем Крутым. Какую песню будет исполнять Лера, мы узнаем чуть позже. Ну а пока у каждого из нас есть возможность поддержать ее с помощью СМС-голосования, тем самым приблизить к заветной победе. Совсем недавно такое ощущение, мы делали здесь пресс-конференцию по началу проекта, и когда мы очень волновались, говорили, чему будет посвящен наш проект, что для нас самое важное, глаза этих ребят и вообще очень много целей, которые мы себе поставили, и я вот искренне безумно рад и счастлив, что все эти цели, такое ощущение, что мы уже достигли, потому что у нас остался финал, понятно, что он будет грандиозный, красочный. Проект «Ты супер» объединил талантливых ребят с непростыми судьбами из 11 стран. Из 92 участников отборочного тура до финала дошли только 20, и только 10 из них получили право выступать в финале проекта. По словам генерального продюсера телеканала НТВ Тимура Вайнштейна, основные задачи, поставленные перед организаторами проекта, были выполнены. Дети с непростыми судьбами из школ-интернатов, приемных семей, детских домов смогли показать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами. Сарисмар, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Здоровый образ жизни – будущее нации. В Сухумском онкологическом центре прошла конференция врачей-онкологов. О том, какие болезни наиболее распространены и как с ними бороться, расскажут наши корреспонденты. Уже 2 года как рак легких наиболее распространен среди онкозаболеваний. На втором месте рак молочной железы. За последние 2 месяца врачи онкологического центра выезжали на курсы повышения квалификации по различным онконаправлениям. Последний форум врачей-онкологов проходил в честь 105-летия основоположника российской медицины Николая Блохина. Тренинги проходили по России, в частности в Москве и в Санкт-Петербурге. Я самый последний из названных выезжал тоже, на большой медицинский форум онкологов, по приглашению Международной Евразийской организации онкологов, это доктора Сомы
и директора общеобразовательного и противоракового фонда «Дардык». Прошло это действительно на самом высоком уровне. Я счастлив, что мне пришлось не просто побывать, а и принимать, в общем, активное участие в этом форуме. По результатам имеющейся статистики высокого роста онкозаболеваемости в Абхазии не наблюдается, и обеспокоенность, которая существует в нашем обществе, не соответствует действительности. Однако наблюдаться в онкологическом центре не менее чем раз в полгода врачи рекомендуют всем. Если говорить конкретно о нашем учреждении, в плане диагностики сейчас в стандарты введено иммуногистохимическое исследование, которое должно проводиться обязательно каждой пациентке на момент выявления заболевания. И, конечно же, если у нас будет возможность проводить данное исследование пациентам, дальше можно будет также уже с учетом полученной информации по результатам, можно будет решать вопрос, проводить пациентке органосохраняющую операцию или нет. На сегодняшний день в онкодиспансере есть возможность лечить заболевания онкологического вида, при этом немало пациентов отправляются на лечение за границу. Онкологический центр оснащен нужным оборудованием для проведения успешных операций. Врачи делают все возможное для того, чтобы не оставлять пациента без квалифицированной помощи. Аманда Поня, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. Продолжительные ливневые дожди стали причиной многочисленных выездов сотрудников МЧС Абхазии, в частности в Ткварчал, где возникла проблема с питьевой водой. Подробности в материале пресс-службы МЧС. Проливные дожди, продолжавшиеся почти неделю по всей республике, стали причиной многочисленных выездов сотрудников МЧС Абхазии. В частности, в Ткварчальский район, где возникла проблема с питьевой водой, а точнее с ее чистотой. Спасатели направились в верховье реки Геджир, питающей водозабор. По словам специалистов, сильные дожди привели к обвалу, вода подмывала грунт, а мутные потоки попали в реку и далее в водозабор. Это плохие погодные условия, естественно, здесь человеческого фактора здесь нет. И сегодня уже вода очистилась. То, что осталось в трубах, когда смоется, я надеюсь, что уже в кранах пойдет чистая вода. Непогода также стала причиной экстренного выезда в Рицинское ущелье, где на 12-м километре автотрассы спасатели подорвали и очистили часть скалы, нависающей над дорогой. Причина в том, что во время сильных дождей со скалы на трассу падали огромные валуны и сходили потоки грязи, делая данный отрезок опасным для движения. Сейчас движение на данном отрезке дороги на озеро Рица проходит в штатном режиме. Опасности для водителей и пассажиров нет. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвозава принял участие в серии заездов Midget Series Russia – гонки поддержки перед стартом Гран-при России Формулы-1. Поболеть за абхазского автогонщика поехала и наша съемочная группа. Буквально с минуты на минуту на сочинском автодроме начнется гонка серии Midget 2L 2017. В этом году, как и в прошлом, участие в гонках принимает наш соотечественник Дмитрий Гвозава. Несмотря на пасмурную погоду, атмосфера здесь невероятная. Ну а нашему гонщику мы пожелаем удачи. Рев мотора, крутые повороты, скорость 200 км в час на спидометре автомобиля. Возможно, все это и пугает кого-то, но не Дмитрия Гвозава. Автогонщик стартует уверенно, но сложная трасса и плохая погода сыграли свое. Он не смог вырваться вперед. Уже после гонки спортсмен признается, возможно, это был самый сложный заезд в его жизни. К сожалению, гонка была действительно сложная. Не удалось завоевать высокую позицию на старте. В первом повороте меня чуть занесло, и поэтому я потерял позицию, потом еще одну, потому что не было ничего видно абсолютно, да, я только мог ориентироваться по боковым зеркалам, даже не зеркалам, а боковым зрением, да. Короче, такой сложной гонки у меня еще не было никогда.
Девиз серии «Миджит» – гонки для всех. Автомобиль «Миджит 2L» спроектирован максимально безопасным и простым в управлении. Это дает пилоту возможность полного контроля над автомобилем. Протяженность трассы почти 6 километров. Она считается достаточно сложной. Болельщики буквально замерли на трибунах, наблюдая за увлекательной гонкой. И даже такая погода не помешала приехать целой команде поддержать нашего автогонщика. Я, во-первых, хочу поблагодарить всех тех, кто приехал сегодня сюда в такую ужасную погоду, поддержать. Это очень помогает. Молодой автогонщик Дмитрий Гвозава участвует в гонках серии «Миджит 2L» в Сочи уже не в первый раз. В прошлом году ему удалось стать первым среди большого числа пилотов и завоевать Кубок России. В этот раз нашему гонщику повезло меньше. Я стал намного сильнее, и благодаря компаниям «Аквафон», «Амробанк», которые меня поддерживают, я могу продолжать развиваться как спортсмен. Надеюсь, получится дальше двигаться вперед. Увлечение автогонщика поддерживает сотовая компания «Аквафон». Участие Дмитрия Гвозава в гонках в этом сезоне стало возможным благодаря их финансовой поддержке. Кстати, это не первый проект молодого парня, который поддерживает «Аквафон». Совместная масштабная акция «Вместе против ДТП» прошла в прошлом году в Сухуми. Этим мероприятием его организаторы хотели донести до населения, насколько важно быть осторожными на дорогах и беречь свою жизнь и жизни других людей. По словам самого Дмитрия Гвозава, он уже давно пропагандирует безопасное движение на дорогах Абхазии. Отмечаю, что развивать большую скорость можно только на специальных трассах. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Продолжаются мероприятия, приуроченные к столетию народного поэта Абхазии, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия, кавалера ордена Ахицапша первой степени Баграта Шинкуба. Так, в Сухумской абхазской средней школе номер 4 прошла конференция учителей. На конференции побывали и наши корреспонденты. Баграт Шинкуба и его семья, раннее творчество и студенческие годы, патриотические чувства и судьба целого народа в творчестве Шинкуба. Обо всем этом говорилось в докладах преподавателей и литературоведов. Фольклорист Арда Ашуба говорит о том, как правильно преподносить биографию поэта в средних школах, для того, чтобы ребенок максимально был вовлечен в творчество Шинкуба и в удивительный мир его героев. Мы привыкли говорить шаблонно, он есть народный поэт, он есть народный писатель Кабардино-Балкарии и Дикии. Для ребенка что значит народный и просто поэт? Надо разъяснить, почему его так любят, почему не только в Абхазии и на Северном Кавказе. В чем здесь секрет? То есть видеоуроки можно экскурсии, можно в виде беседы проводить для того, чтобы детям запомнилось, чтобы у них появилось желание для того, чтобы изучить его. Казалось бы, о народном поэте Баграте Шинкуба сказано все. Необычайный талант, мастер слова. На мероприятии был показан отрывок из документального фильма о писателе. Сыбсадгил, цемших дузиует ваха, азхаха йорыма, мега денгатнат хатнабаха, абриг дебашрыма, уяхуч бахчет каласи калцаз, уаспи хам шобишваз, яни хал хозе гыкфюд зазаз. На конференции прозвучали стихи народного поэта о родине, которую он воспевал до самого конца. Сам сыбсадгил слашебага, Блацарыла сейсыхчой, апта азбюклак сымгахага, ахизюха сыцкихой. Была собрана небольшая экспозиция из рисунков учеников столичных школ. На них были изображены сцены из знаменитых романов Шинкуба «Последний из ушедших», «Рассеченный камень» и другие. Сколько бы речей не было произнесено о Баграте Шинкуба, становится ясно. Нет таких слов, которые передали бы весь масштаб таланта поистине народного писателя и поэта Абхазии. На Алакове, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. И в конце выпуска, как обычно, информация о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 12-14, днем 18-20 тепла.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Я комп вырубила, блин, сейчас. Руся, проследи, пожалуйста, а то он немножко уже постарел, чтобы он шапки вовремя все смонтировал, хорошо? Хорошо, Русь? Что он прикалывается? Надо мной? Не надо. Сейчас не надо, Гриша, на что ты способен и тому.